По факту возгорания в нефтешахте «Ярига-нефть» возбуждено уголовное дело. ЧП произошло накануне вечером в Ухте. На тот момент под землей находилось 82 человека. 80 из них сумело выбраться на поверхность. Судьба двух остается неизвестной. Сейчас спасатели ведут поиски и работы по ликвидации последствий аварии. Следит за обстановкой на месте глава Коми. С хроникой событий нас познакомит Ксения Лосева. Сообщение о возгорании в уклонном блоке нефтешахты номер 3 «Ярига-нефть» поступает спасателям 1 ноября в 20:03. На момент инцидента в шахте находится 82 человека. 80 из них удается тут же вывести на поверхность. Судьба еще двух остается неизвестной. На месте происшествия работают экстренные оперативные службы, проводится спасательная операция. Продолжаются работы по тушению пожара в нефтешахте номер 3 производственного предприятия «Ярига-нефть». На тушение подземного пожара задействованы горноспасательные подразделения МЧС России. Привлечено 98 человек. Практически сразу появляется и предварительная причина возгорания. По версии «Лукойл Коми», к аварии привело короткое замыкание в пусковом устройстве, принадлежащем подрядной организации ООО «Нефтегазмаш». Сотрудники компании выполняли буровые работы и изначально попытались самостоятельно ликвидировать возгорание. Но после неудачной попытки все же передали информацию в «Ярига-нефть». Теперь в причинах ЧП будет разбираться Следственный комитет. Он уже начал проверку. По факту возгорания в нефтешахте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 217 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. По окончании аварийно-спасательных работ следователями будет проведен осмотр места происшествия. В настоящее время проводятся допросы лиц из числа персонала и руководства предприятия. Решаются вопросы, связанные с изъятием и изучением имеющей значение для следствия документации, назначением судебных экспертиз. Примечательно, что около 2 недель назад суд приостановил деятельность другой нефтешахты «Ярига-нефть» из-за нарушения обязательных требований промышленной безопасности. Чем закончится эта история, пока непонятно, но ясно одно – сейчас нужно направить все силы на борьбу с последствиями возгорания и поиск пропавших горняков. Глава Коми Владимир Уйба уже выехал на место, чтобы лично координировать действия спасательных служб. Ксения Лосева, телеканал Юркан.